Сәлеметсіңдер ме, балалар? Здравствуйте, ребята! Сегодня мы с вами продолжаем изучать раздел «Моя Родина Казахстан». Тема «Моя малая Родина». Чему ты научишься на уроке? Ты научишься читать по ролям, определять значение незнакомых слов по контексту, использовать необходимые знаки препинания в предложениях при составлении коротких текстов. Задание первое. Послушай заголовок текста. Он называется «Родная земля». Предположи, о чем может пойти речь в тексте. Послушай весь текст. Наконец наступил долгожданный день, когда Анар с папой отправились в аул. Во дворе первым их встретил дедушка. Хитровато улыбаясь, дедушка объявил: «Сегодня я познакомлю Анар с землей, на которой она родилась». «А где я родилась?» – спросила девочка. «Вон, под той горой, Ахкыз, стояла когда-то зимовка. В трудные дни мы пережидали там буран и непогоду», – объяснил дедушка. «Однажды в весенний день к нам в гости приехала твоя мама. Там ты и родилась. Никогда не забывай свою малую родину», – добавил дед. Родная земля дает силу тому, кто о ней помнит. Расти крепкой, внученька. «Я обязательно стану сильной, дедушка. Вырасту и буду помогать тебе трудиться на земле», – пообещала Анар и побежала навстречу ветру своей родины. Ответьте на вопросы. О чем рассказал дедушка внучке Анар? Правильно, дедушка рассказал внучке, где она родилась. А где оказалась малая родина Анар? Верно, малая родина Анар оказалась под горой Ахкыз. А что дает родная земля человеку? Правильно, родная земля дает силу тому, кто о ней помнит. А что пообещала Анар дедушке? Правильно, Анар пообещала помогать дедушке трудиться на земле. Выпишите из текста предложение, в котором заключен его смысл. Это какое предложение, ребята? Родная земля дает силу тому, кто о ней помнит. Молодцы, ребята. А теперь, ребята, давайте вспомним, из чего состоит рассказ. Рассказ состоит из предложений, связанных по смыслу общей темой. Предложения бывают повествовательные, вопросительные, восклицательные. В конце предложения ставится точка, вопросительный знак и восклицательный знак. Задание второе. Составьте рассказ по вопросам. Где находится твоя малая родина? Как называется твой поселок, город? Что есть на твоей малой родине? Какие дома, улицы, памятники, какая природа? Как ты бережешь свою малую родину? В предложениях, ребята, используйте необходимые знаки препинания. Задание третье. Объясни смысл пословицы. Кто любит малую родину, тот любит планету Земля. Верно, ребята. Человек, любящий свою родину, любит и свою планету и пытается беречь ее. Запишите эту пословицу в тетрадь. А почему в конце предложения стоит восклицательный знак? Верно, ребята, это предложение мы читаем с интонацией. Это предложение восклицательное, поэтому в конце предложения стоит восклицательный знак. Задание четвертое. Чтение по ролям. Санат, где ты отдыхал летом? Я провел свои каникулы у дедушки и бабушки в селе Курык Атырауской области.
Это родина моего папы. А ты где отдыхал, Ерлан? Я отлично провел время в городе Капшагай Алматинской области. Это родина моих родителей. Я много плавал и катался на велосипеде. Назовите малую родину родителей Саната. Правильно, село Курык, Атырауская область. А как называется малая родина родителей Ирлана? Верно, город Капшагай, Алматинская область. А какие знаки препинания ты встретил в этом тексте? Верно, вопросительный знак, точка. Молодцы, ребята. Сегодня, ребята, вы научились читать по ролям, определять значение незнакомых слов по контексту, научились использовать необходимые знаки препинания в предложениях при составлении коротких текстов. Спасибо вам за урок. До свидания.